Говорят, каждый человек, чтобы оставить след на земле, должен воспитать сына, посадить дерево и построить дом. Для крымского татарина эта фраза всегда была наполнена дополнительным смыслом. Дом надо построить в Крыму. Там, где когда-то жили деды и прадеды, родились традиция, история, культура народа, безжалостно выброшенного со своей родной земли в мае 1944 года. Дом в Крыму. Многолетняя мечта нескольких поколений крымских татар, родившихся и выросших на чужбине за полвека ссылки. Когда в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века началось массовое возвращение депортированного народа на родину, каждый, кто бросал на чужбине комфортный дом, привычную работу, устоявшийся круг связей и друзей, понимал, что едет в неизвестность. Но мало кто предполагал, что эта неизвестность будет столь враждебной. Biz endi o kadar mına Kırım işitmekçi çok biliydik, lakin bunda kelip korup bile mına nasıl olganını bilmiyorduk. Anam babam pek ayveset ediler Kırım'ı koçmaya, şunun için mına uları koçurmak için kelip artık kaytarım dep asla aklıma neme yok edi. И все-таки многие надеялись, что на накопленные сбережения смогут купить жилье в Крыму. Сколько тогда по улицам городов и поселков ходило людей, которые стучались буквально в каждые ворота с вопросом «Вы дом не продаете?». А bu ev algan son mında aşama stalovyları var ya da kolxozun stalovylarına aşama varganda düya edim. Hepsi bile vay o tatar geldi mında hepsi oturup bir sihir bakkan gibi bakaydılar bana. Крымские татары, о которых советская пропаганда десятки лет рассказывала как о предателях и врагах народа, воспринимались большинством тогдашнего населения полуострова не просто как чужаки. О них рассказывали всевозможные страшилки, наполненные настоящим бредом о какой-то их якобы особой дикости, агрессивности. Петя достum var, o vakit tanış olgan edik. En birincilerden o mağma safirliğe kelgen edi. Onun aytkanına göre o vakit Sovet propagandası öğretken ana biz Tatarlar gelecek, ana ballarınızı mında kışlayacak, soyacak ya da bilmem bir şey. Bizleri ana boynuzlu bilmem bir var adam gibi dep anlatkanlar olara, onlar ana böyle günleri Bağlarınızı mektebe vermeniz, ana çıkıp, ana karavullanız, mektepten karşılanız, ana Tatarlar gelecek şu konu, bundan gelip ana bağlarınızı kışlayacaklar. Bunu korkuzganlar hepsini. Некоторым счастливчикам все же удавалось купить дом для своей семьи. Но тут же начинались другие проблемы. Людям отказывали в прописке, а без прописки невозможно было устроиться на работу. Кырмага айткан сон бек кыйын вазиет эди. Прописка этмейдилер. Эм оле вередилер дуйма келмеңиз бирда прописка болмайжак. Иш кыдырмага барганда айтайдылар пропискасыз биз сизди ишке алып оламайык. Пропискага барсаң сизди ходатайство берсиңер ишке алажаклары үчүн, сон биз сизди прописка этерик дейдилер. Чтобы разрешить проблему, Диляра Халилова была вынуждена написать письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву. Чаресизликтен энди о кадар алымыз оле не келген сон дедик биз Горбачева язайык мектуп. Яздык боле биз бир Кырым татар хорандамыз, кайтып келдик ветанымызга. Эки баламыз бар, bir баламыз энди Кырымда doğdu. Çalışma isteyik. Экimiz de diplomlarımız var. Bizge bir çaremiz olsa bir yardım ediniz dep mektup yazdık.
И все-таки большинство крымских татар, вернувшихся в Крым, не смогли приобрести жилье. Надежда, что репатриантам вернут дома, из которых в 1944-м выселили их родителей, умерла, не успев родиться. Так на центральных площадях городов Крыма и появились палаточные городки. Люди, населявшие их, требовали от власти лишь одного – выделения земельных участков, на которых они сами построить себе дома. Власть безмолвствовала. Народ ждал, пока не лопнуло терпение. А потом решил, если землю не дают, ее нужно брать. Вернее, возвращать. Бахчисарайский район, село Холмовка. Историческое название – Золонкой. Летом 1989 году именно на этом поле прошла акция по самовозврату земли. Крымские татары тогда поделили это поле на 100 участков по 8 соток земли. Отчаянные крымские татары сразу же приступили к строительству. Молодые парни и мужчины, и даже старики в первый же день начали рыть траншеи под фундамент. Вот этот человек инвалид. Пришел на свою землю. Родная моя земля, родная мать, мать моя. Что там? На родную землю. На самострое существовала и своя демократическая система управления, но был и руководитель акции. Такую ответственность возложили на активиста национального движения Шевкета Асанова. Сейчас главное нам времянки. До зимы мы должны войти во времянки. Вот такие у нас планы. Люди, объединенные общей целью построить дом на родной земле, все делали вместе и жили на этом поле одной семьей. Питались из общего котла под возведенным навесом и ждали визитов непрошенных гостей. Это были сотрудники милиции, не оставлявшие своим вниманием поле самовозврата практически ни на один день. Абиян тарафтан гайлер қойдылар. Биян тарафтан да гайлер қойдылар. Бияна стройматериал кирдирмесинler. Бүгін yolları çok. Adamlar çaresini tapıp çakılarını, stroymateriallarını getirip başladılar. Рама милиция деп урарых, ехарых, бандитский захват, талай вақтар айттылар. Бізді оға көре, тиісеңіз бізді қолымызда күрекпен берешті. Бізді бақарық деп, оларға өле жауап берейік. Психически атака дейінді. Мана шыны приказ бекейін төтеден, бір дақайын үстіне сізін дағытарым. Вскоре представители власти отреагировали на массовые пикеты крымских татар, которые с каждым днем появлялись все в новых и новых регионах Крыма. Бахчисарайская райгосадминистрация постановила, эти земли не предназначены для строительства жилых домов, так как земли плодородны и дают урожая по 2 раза в год. Тогда репатриантам предложили 50 участков земли выделяют на другом пустующем поле. Другим пикетчикам предложили искать земли в других районах Крыма. Келділер мұнда башладылар адамдарын шашмалаттырма. Сіз бұл чөлден чекілсеңіз, біз башқа ерін көстерік, башқа ерде участкаларыңыздың оформлениясын япарлар, яқшы олар деп. Адамдарын өле құмықтырдылар, адамдар барды бақтылар дере. О дерен керекеді бір сұры büyük traktörler getirip o derenin etmeye, taşların nelerini sürmek gerekedi. Крымские татары были вынуждены перебазироваться на новое поле. Но здесь их ждал очередной неприятный сюрприз. Вокруг была холмистая долина, и чтобы хоть как-то выровнять местность для будущей стройки, понадобилось немало времени. Birinci yerde olan yerdi, o yerde doğru edi yerler.
Doğru tuzede sonunda yolladılar. Hem adamların anda ziyade mümkün adam ede koşup gelmeye. Onda evet hem de eksiklikler. Onlar öyle ne koydular vazife azca adam olsun dep var 50 adam. Kalganların nege Fontan tarafka uyakka yolladılar. Ямында nasıl şaraitler edi? Yerler nasıl edi? Yerler çamar edi bütün. Dere içinde de. Onun için kuruculuk da kıyın gitti. После разбивки того самого соседнего поля получилось 56 участков, но уже по 6 соток земли. Тогда было принято решение строиться общинным методом. За 8 месяцев крымско-татарские активисты подняли 56 полноценных домов. Айры-айры құрмақ бек балыға шығажақ, созылажақ. Жематыны бір қарарға кеуіп болдық. Мына бұл общинный метод андан шыққан лапшты. Бригадалар ана 56 адам топландық саба, 54 2 апайын саймасақ, ашып пішіреді. Именно зенаты бар сорасам, но Крым татар өепсі строитель. Ана бетонщик бригада дедік, тропелерін япма, столер, өепсін айырып, бригадалар құрдық. Ана өлі бір-бірің артына башландық, құрылыш кетмей. Лату алдық, яны лату. Hem bizden namlı adam avyak bağaran etler. Bir yerde otar köylü adam. Ana o latonun koluna tutturduk. Ana her adam gelip, ana o boçka ne diye başını onu tartıp çıkar. Ana herkes ağlı evli oldular. Ana o latona bak. 7-8 ay içinde bir buğa olsa, açık bir buğa çıkalgan edi. Ana muzikantları çağırıp bir bayram gibi işte. Прошло 25 лет. Татарский поселок. Так сегодня символически жители села Заланкой называют небольшое селение крымских татар, в котором проживает 230 семей. Здесь всего 2 улицы, зато с громкими именами Григоренко и Гаспринского. И все-таки символ Заланкоя – вот это здание. Печальный символ. Местные его знают как дом престарелых. Когда-то в 90-х, когда большинство участников самовозврата возвели жилье для себя, они решили, теперь нужно вернуть на родину тех, кто не сможет этого сделать сам, и построили дом для ветеранов национального движения крымских татар. Но те, кто прокладывал для своего народа долгий и трудный путь на родную землю, не смогли сделать по нему собственные последние шаги. Сегодня здесь общежитие, в котором живут другие люди, а те, для которых заланкоицы когда-то с такой любовью возводили эти стены, чтобы встретить их у порога со словами благодарности за их мужество, лежат в чужой земле. Старики не дожили до возвращения совсем немного, но их народ вернулся. Kucağını aç sen bana ey güzel